буквально экскурс в прошлое, пару слов просто коснусь того, с чего, в общем-то, я начинала, потому что, конечно, к таким, ну, минималистическим, что ли, к минимализму я пришла уже в более поздние времена, вот, и предшествовала этим работам много сделанных мною фигуративных работ. Это были и архитектурные объекты, где делались там различные панно, пласты, скульптуры, и, значит, скульптуры достаточно такие большие, что ли, монументальные. Это в Мозере дворе скульптуры, там были довольно большая группа работ, где-то двухметровые танцующие такие синие женские фигуры. Собственно, сам материал, вот шамот, глина, это, в общем-то, очень подвижный материал. И я всю жизнь работала в основном в шамоте. Вот, и чем он меня привлекал, что вот это его возможность, во-первых, это возможность как с формой работать, так с цветом, с фактурой. И вот эта возможность многословия, которую, в общем-то, сам материал диктовал, она такая, ну что ли, несла в себе некую опасность, потому что чем больше изобразительных как бы средств, то часто работы многих моих, может быть, коллег на ранних стадиях и мои вполне возможно работы страдали неким многословием, что я считаю, в общем-то, для искусства, такое несколько имеет какой-то порочный момент, потому что бывает в жизни художника, как бы работы вроде бы и не очень значительные, так вот со стороны, как бы они даже, может быть, кажутся и невнятными, и непонятно, почему люди часто с такой теплотой как бы относятся к этим работам, но часто они, какой-то, что ли, такой переломный, играют какую-то такую переломную, что ли, роль в жизни. И вот о такой работе, может быть, буквально в 3 словах, я, если не получится, попытаюсь рассказать. Вот. Это вот как раз было первый мой пленэр творческий вот в Динтере. Да, и интересно так, что один художник туда не смог попасть из ленинградской группы, это вот Копылков Михаил, а все на слуху был разговор о его интересной очень работе. Он сделал в свое время и выставил на выставке это кожаное пальто и как бы розовое платье. Я, честно говоря, до сих пор даже я не видела эту работу, я ее никогда не видела, очень хотела видеть, но почему-то я ее не видела. Вот. Но вот это представление об этой работе, что-то меня так вообще, мне так представилось, как это могло быть классно, и как, наверное, интересно он ее выставил. И она, собственно, встала где-то надо мной, наверное, как шагаловские эти над крышами домов его эти фигуры. Почему-то где-то вот все время, лепя свою вот эту невнятную композицию, я все время как-то представляла, как это должно было быть красиво. И думаю, а что делаю я, и вообще чем это все закончится, зачем для меня. Вот. И тем более, что когда я уезжала, в группу меня еще предупредили как старшие товарищи, сказали, что ты же смотри, это же от Белоруссии, в общем-то, ты представляешь Белоруссию, ты не вправе, то есть почти как спортсмену было дано напутствие, что я не вправе, так сказать, сделать плохую работу, ты же там, в общем, одним словом, при таких приветах, конечно, меня тем более заклинило. Вот. А тут вот это вот как-то раскручивалась у меня вот эта его идея, представляла, как должно было быть красиво, и подумала, что вдруг мне почему-то показалось, что здорово было бы сделать, серию шляп, которая могла бы каким-то образом, что ли, дополнить дополнить вот эту его работу. И даже подумала, что как это было бы интересно, может быть, вместе потом выставиться. И я буквально уже оставалось мало времени до конца заезда нашего. И я срочно бросила эту работу и стала вот делать эти шляпы. Это буквально на одном дыхании, как-то это раскатывались пласты. Я сделала такую небольшую, болванку, на которую можно было это примерять, прикидывать из каких-то газет, гипса, в общем. И одним словом, стала делать эту серию шляп, но они настолько были разных. Сначала я сделала цилиндр, потом кепка, жакейка, потом там еще какая-то шляпа с полями была, и там
колпак какой-то. И одним словом, когда я сделала уже это, их штук 7, наверное, было, я подумала, что, боже, а не будет ли это выглядеть, ну, как бы они из разного, в общем-то, времени, а забота о стиле как-то всегда подспудно меня волновала. И как-то я придавала этому большое значение. Я подумала, может быть, это будет очень неграмотно, что вот так вот, разновременные вещи, каким образом я вдруг их выставлю. И я тогда решила, что, в общем-то, все, что может это спасти, эту разношерстную ситуацию, это название работы. И я тогда придумала название, я так внутренне гордилась этим, потому что действительно оно позволило, эти работы действительно выставить все вместе и как бы дать им возможность совместного сосуществования. А название это было «Театральный реквизит». И я так еще подумала об слове «реквизит», оно довольно такое жесткое, мужское, и не будет это выглядеть таким, что ли, женским таким вот шляпным, что ли, искусством. Вот. И когда уже была экспозиция вот в конце, значит, когда делалась, собственно, выставка, экспозиция, все выставляли свои работы, и я решила, что я ее выставлю. В общем-то, нашли такую треногу, это такая для шляп такая как бы вешалка, это так стержень, и там такие заключенные какие-то были витиеватые штуки именно для шляп, чтобы можно было набрасывать. И эта работа была выставлена не в ряду всех работ, а она где-то в начале экспозиции, как бы такой предбанничек, вот с этими шляпками была эта вешалка. И кто заходил, в общем, многие даже не понимали, что это, в общем-то, что это керамические шляпы, кто-то пытался там пальто туда же закинуть, но там стоял человек и так говорил, что убери, потому что, в общем-то, это экспозиционная, это часть экспозиции, это называется работа. И она, в общем-то, эта работа, почему она такая явилась переломной, в общем-то, она меня подвигла на такую целую серию работ на турстиле. То есть вот прежде чем вот я стала заниматься тем, что вот вы там видите на экране, это вот был натурстиль серия работ, там были и игра в куклы, там урок географии, туда входили экология, это ботинки такие были брошенные, что ли, наполовину увязшие в песке, отформованные. А еще вот такая была серьезная работа, это называлось «На долгий путь». Это было 7 черепах, которые были с такими потертыми панцирями, которые там усталые и замученные, они двигались, это образ такой у меня был, якобы двигались они там по пескам, там, умирая от жажды и так далее. И самый курьезный такой случай был, когда я хотела ее выставить, это была одна из керамических выставок. Мне ее не разрешили выставить, потому что сказали, что «Долгий путь» — это название нехорошее, это что-то имело в виду, а это значит «долгий путь», типа, а время застойное было, это якобы развитие такое вот. В общем, одним словом, там решили этому названию совершенно безобидному, в общем-то, для меня, как я считала, в общем, Бог знает, какие там политические навороты. Вот. Ну и в конце концов я говорю, ладно, вам не нравится «Долгий путь», пусть это будет Полесской легендой. И тут же покатила, то есть ни у кого не вызвало сомнений. Хотя я потом думала, а если вообще в Полесье черепахи, и я тогда быстренько полезла в энциклопедию, и самое смешное оказалось, что такие действительно есть такие полесские черепашки, только они такие маленькие, маленькие такие. Вот эти работы, как бы я называю ее «Синей серией», у нас была выставка в пространстве «Синего» с Сергеем. Вот, и тогда она вообще была интересной выставкой, так даже по мнению коллег, потому что она была интересна тем, что это было совершенно оказалось такое помещение, все, у Сергея были синие холсты, у меня синие работы. И там буквально все говорили, что заходя в это помещение, было ощущение просто вот вибрации каких-то синего этого цвета, как будто такое вот, воздух даже такое ощущение, что был таким голубым вот от этого синего цвета. У меня, да, вот эта работа, это в технике решена была, в технике рапу, это рапу, то есть это в земляных печах, что ли, это были пленеры, тоже вот часть моей жизни такая интересная, это с 95 по 2000 где-то год.
Это каждый год мы ездили в Ахтырку на Украину, потом по Белоруссии где-то. Это делались в естественных условиях, то есть в земле вырывались глубокие такие ямы, выстраивалась печь, топилась она дровами, и это были ночные бдения вокруг этой печи, обжиги, днем мы лепили, по ночам обжигали. И, в общем-то, даже вот это самое интересное, что часто функция порождает, ну, такая, как бы, и сам задает, что ли, стиль и конструкцию работы, потому что из-за невозможности, в общем-то, в этих печах делать довольно большие работы, поэтому для того, чтобы, в общем-то, сделать достаточно большую работу, я придумала, что ли, такой код, ну, составляемости, это вот этой модульности, то есть делался какой-то вот фрагмент вот этой гусеницы, видно, и она состоит, в общем-то, это не цельная работа, она состоит из частей приставных, и, в общем-то, она развиваться может хоть по, ну, как бы, сегментов этих могло быть достаточно большое количество, но где-то вот интуитивно, как бы, всегда останавливался именно как бы на такой протяженности. В общем-то, это чисто внутренняя потребность была, допустим, из стольки частей делать работу, или из больших частей. Вот в синей работе там тоже вот эта вот как бы составленность была. Вот. Ну, и сейчас нужно будет просто, ну, вот тоже тот же пример, вот змей, зигзаг тоже, это работа составная из двух частей. Вот, собственно, в Борисове, когда уже эпопеи наши все закончились, у меня к тому времени сгорела мастерская, так получилось, что у нас трое художников было, и каким-то образом ночью был пожар, и выгорели все материалы, в общем-то, все, что там было, исчезло. И я подумала, ну, наверное, это знак, и я думала, что я уже вообще в керамике ничего больше делать не буду, что этот этап жизни закончился. Но потом вот получилось, что 3 керамиста мы сняли бойлерную, это во дворе, в районе Орловской была такая, ну, это сумасшедший, страшный такой объект. То есть это бойлерная, это представляло из себя во дворе там, этих бетонных домов, такой бетонный блок, трубами весь изнутри опоясанный, но там была печь, и поэтому, а там, где печь, значит, там наша жизнь керамическая вокруг нее складывалась. И, в общем, в течение года я делала вот эту серию, называлась она «Точка возврата», размышления о том вообще, что есть жизнь, что есть смерть, и вообще наше бытие и небытие. И вообще, если оно не бытие, может быть, его вот такие нету, и все-таки постоянный вот момент возрождения, и вот этот вот черный и белый, как моменты, что ли, проявления и ухода. И, собственно, меня очень именно интересовала вот тема башен, тема колодцев, и в основном вот это даже и эта работа «Жаркий полдень», по сути дела, все эти работы, они внутри содержали как бы, ну, воздух, пустоты, и лестница относилась к той теме, и как бы каждая работа, в общем-то, она внутри содержала, что ли, вот это вот пустое пространство. А это экспозиция нашей совместной вот этой выставки, которая называлась «Искушение пространством», это где мы с Сергеем выставились, где его были совершенно масса вообще. Вот. И, в общем-то, основная работа, я считаю ее своей, ну, как бы формулой, что ли, всего того, что я сделала, это вот эта работа куб. Как бы я считаю ее, ну, как бы вообще, может быть, для себя символической и главной, потому что все, что я делала, в конце концов, пришло вот к этой вот очень простой такой форме. И здесь все мне, это и вот это ее и масса, и вот эти пустоты, собственно, это квинтэссенция, что ли, того, к чему, в общем-то, я шла.